Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическая программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. 9 июля Абхазия отмечает день рождения своей столицы. Сухуму исполняется 2500 лет. Как шла подготовка ко Дню города? Что планировалось реализовать в ходе празднования юбилея? Какие сложности стояли перед авторами различных проектов, мы обсудим с нашим гостем в студии немного позже. А сейчас о наиболее значимых событиях уходящей недели. Эрик Хашба продолжит выпуск. 4 июля абхазские спасатели отметили десятилетие со дня создания ведомства. В июле 2014 года управление было преобразовано в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Сотрудников и офицерский состав МЧС с юбилейной датой поздравил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Указом президента министру по чрезвычайным ситуациям Льву Квицыне присвоено очередное специальное звание генерал-майор внутренней службы. На сегодняшний день в МЧС работают около 600 сотрудников в 7 подразделениях по всем районам республики. Ежедневно на дежурство заступают около 30 единиц пожарно-спасательной техники. 3 июля прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по факту похищения гражданки дочери Ирины Руслановны. В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия по поиску лиц, совершивших данное преступление. Расследование уголовного дела находится под личным контролем генерального прокурора республики. 4 июля ветераны батальона «Горец» почтили память однополчан, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии. С утра ветераны возложили цветы в парке Славы, затем выехали в Сухумский район на гору Ахпюк, где посетили место гибели своих друзей. 5 июля в Сухуми прошел внеочередной съезд республиканской политической партии Амсахара, участники которого приняли резолюцию с требованием перенести референдум с 10 июля на осень, освободить от занимаемой должности министра внутренних дел Леонида Дзапшпа, предоставить оппозиции эфир на ГТРК на регулярной основе, разрешить гражданам Абхазии участвовать в голосовании, в том числе по паспортам с истекшим сроком действия. Делегаты съезда направили текст резолюции к президенту Раулю Хаджимба, после чего решили переместиться к зданию МВД и там дожидаться решения главы государства. Вскоре была предпринята попытка штурма здания. В противостоянии с личным составом внутренних дел участники акции использовали камни и подручные средства. К зданию была подтянута пожарная машина, но водомет применен не был. В здании МВД для ведения переговоров прошли представители оппозиции. К участникам акции обратился министр обороны Абхазии Мираб Кишмария с призывом сохранять спокойствие. Переговоры президента Рауля Хаджимба и представителей оппозиции длились более получаса. По завершении встречи с представителями оппозиции президент Абхазии Рауль Хаджимба вышел к собравшимся и сообщил об ее итогах. Глава государства отметил, что несмотря на то, что власть пошла на уступки в некоторых вопросах, поставленных оппозицией, перенос референдума не представляется возможным. После 20 часов у здания МВД резко накалилась обстановка. Толпа вновь стала предпринимать попытки штурма здания. Люди были крайне возбуждены. Многим становилось плохо от давки и жары. В итоге 12 сотрудников МВД попали в больницу. Держать обстановку под контролем пытались с помощью призывов и обращений к толпе. После некоторого времени к зданию МВД пришли вице-президент Виталий Габня, глава администрации президента Беслан Барцис и первый вице-премьер Шамиль Ацимба, некоторые министры правительства. С решением президента митингующих ознакомил Виталий Габня. Мне поручено зачитать президента Республики Абхазия об отстранении министра внутренних дел Республики Абхазия от исполнения обязанностей. Отстранить министра внутренних дел Республики Абхазия Дзапшпа Леонида Юрьевича от исполнения обязанностей на время проведения прокурорской проверки. Исполнение обязанностей министра внутренних дел отложить на 1 Министр МВД Леонид Юрьевич Дзапша попросил от своей отставки. В ночь на 7 июля в Сухуми произошла перестрелка, в результате которой пострадали люди. Ранним утром президент Рауль Хаджимба посетил республиканскую больницу, куда были доставлены раненые сотрудники Государственной службы охраны. Также в больнице находятся пострадавшие в ходе штурма здания МВД. В общей сложности за медицинской помощью обратились 19 человек. 9 из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с личным составом МВД Абхазии и дал поручения по наведению порядка в стране. По словам президента, действия сотрудников милиции были адекватными той ситуации, которая сложилась во дворе здания Министерства внутренних дел. МВД готово продолжить всю ту работу, которая по закону должна делать эта структура. Каких отступлений не будет. Силовые ведомства, все те, кто нужен был здесь, они были на месте. Занимались, как говорится, и спецподразделения, поэтому они сюда и не вошли.
Если бы не было бы этой работы, здесь практически можно было получить тот хаос, который практически потом уже выровнять и привести в нормальное состояние было бы невозможно. События, произошедшие в ночь с 5 на 6 июля в Сухуми, вышли за рамки правового поля. Митингующие пытались оказать давление на представителей власти и дестабилизировать обстановку в стране. Так прокомментировал на брифинге 6 июля премьер-министр Абхазии Артур Мекпабиев беспорядки у стен МВД. Вопросы, связанные с требованиями резолюции съезда блока оппозиционных сил Абхазии, прошедшего 5 июля в Сухуми, и последовавшие после съезда события, обсуждались и на заседании Политсовета партии Амсахара. В нем участвовали представители блока оппозиционных сил Абхазии и других общественных организаций, поддерживающих Амсахара. Правительство работает в штатном режиме. Об этом заявил на брифинге 7 июля первый вице-премьер Шамиль Ацинба. Он сообщил, что премьер-министр Артур Мекпабиев находится с рабочим визитом в Москве. По словам Шамиля Ацинба, разговоры о том, что власть бессильна и не справляется со сложной внутриполитической ситуацией, преувеличены. Ситуация не только зависит от властей, это конструктивное должно быть зависеть тоже от оппозиции, которая сегодня пытается как-то критиковать власть, указывать нам на ошибки. Лучше это делать в этом ключе, и есть определенные установленные Конституцией сроки, когда можно путем выборов влиять на политическую ситуацию в стране только выборами, а никак иначе. В Гале прошла 37-я встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. На встрече обсуждался ряд вопросов, среди которых похищение в Гале 3 февраля 2007 года главы Галской районной избирательной комиссии Давида Сигуа. Убийство в Гале 22 октября 2008 года военнослужащего Министерства обороны подполковника Эдуарда Эминзаде. Обзор ситуации на местах. В целом встреча прошла в конструктивной атмосфере. Стороны договорились о необходимости продолжения работы в рамках формата механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Было достигнуто соглашение, что следующая встреча состоится в городе Гал 2 августа. В ночь на 8 июля на Абхазию обрушился сильный ливень. Улицы городов и сел затопила вода и за считанные минуты превратила их в озера. В Сухуми потоки воды принесли мусор, залили дома. В Ачимчирском районе несколько рек вышли из берегов, в результате чего нанесен ущерб посевам, дорожной инфраструктуре и домам жителей. В селе Кутол Ачимчирского района из берегов вышла река Дгамщ. В результате ливней затопило 80 дворов левого берега реки. Рано утром на место происшествия выехал президент республики Рауль Хаджимба. В сопровождении главы администрации Ачимчирского района Хрипса Джокуа Рауль Хаджимба посетил пострадавших христиан. Для оценки ущерба будет создана государственная комиссия. Из-за ливневых дождей на участке дороги Псоингур в районе Шерского поста ГАИ произошло 6 оползневых сходов. В результате оползней на дорогу обрушились груды скальной породы, деревья и мусор. Движение по главной магистрали было парализовано. С утра на место происшествия прибыли президент Рауль Хаджимба и глава Сухумского района Беслан Авицба. Работы по идентификации останков пропавших без вести продолжаются. 8 июля глава Международного комитета Красного Креста в Абхазии Мауро Марабиту и судмедэксперты, занимающиеся процедурой опознания, встретились с представителями движения матерей Абхазии. Эксгумацией неопознанных останков занимается группа судмедэкспертов из Аргентины. Антропологи приезжают в Абхазию летом и проводят необходимые мероприятия. На данный момент останки 20 человек находятся в лаборатории на стадии опознания, но пока не хватает необходимой информации. Это были наиболее важные события недели, а сейчас вернемся к главной теме нашей программы. 9 июля отмечается день рождения Сухума. Нашей столице исполняется 2500 лет. Как шла подготовка к празднику и какие задачи стояли в связи с празднованием юбилея, мы обсудим с нашим гостем, начальником управления культуры администрации города Сухум Налой Хашик. Здравствуйте, Нала Николаевна. Здравствуйте. Нала Николаевна, перед тем, как начать беседу, я бы хотела, чтобы мы с вами посмотрели сюжет, который рассказывает о дне города, о том, как собирается его праздновать. Там немножко истории. Корреспондент Нала Ковя подготовила. Будьте добры, пожалуйста. Столица Абхазии Сухум – один из древнейших городов мира. Его история насчитывает более 2500 лет, в течение которых город сменил разные названия – Диаскуряда, Себастополис, Сухум-Кале. С конца XIX века в ходе регулярной застройки в Сухуме появляются сотни великолепных гостиниц и ресторанов, общественные здания, санатории, школы и гимназии, театры и кинотеатры, виллы и дачи, сформировавшие современный облик города. Помимо архитектурных памятников, достопримечательностями города являются знаменитая Сухумская набережная, утопающая в пальмах и эвкалиптах, где любят отдыхать завсегдатаи так называемой Брехаловки. Родной город, где, это трудно даже сказать, что значит. Приходишь иногда на
как мы называем, на Брехаловку, прошелся вот так вот, и хорошо, все на месте, ничего не изменилось, все нормально. Любим. Сухум – это свой родной город. И же дети наши здесь растут. Ну, только приложите немного усилий, чтобы наш город процветал. Сухумчане могут гордиться тем, что они живут в одном из древнейших городов мира. Этим они могут гордиться. Ботанический сад, заложенный еще в 1840 году, собравший тысячи диковинных цветов и растений со всего мира, научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии со знаменитым обезьяньим питомником. Еще в 1989 году Всероссийский конгресс врачей признал Сухум одной из лучших климатических здравниц, в особенности для лечения легочных заболеваний. Поэтому современный Сухум – это еще и прекрасный бальнеологический курорт. Администрация столицы подготовила ряд мероприятий, посвященных 2500-летию со дня основания Сухума. Это спортивные и культурные мероприятия. В многонациональном городе представлены многие конфессии. Кафедральный собор Благовещения, лютеранская кирха, синагога. А в 12 километрах от города объект паломничества, Каманский храм X-XII веков, воздвигнутый на месте успокоения в IV веке нашей эры святого Иоанна Златоуста, каменная гробница которого находится в храме. В центре города, в парке Славы, сооружен монумент памяти героев, отдавших жизнь за свободу Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии. Это и многое другое готов предложить своим гостям 2500-летний и вечно молодой Сухум. Мы вам, собственно, и желаем, чтобы быстрее восстановилось, чтобы люди больше ехали смотреть ваши красоты. Очень много красивых мест. Мы вот только и катаемся, смотрим все красивые места. 9 и 10 июля администрация столицы приглашает жителей и гостей Сухума на мероприятия, посвященные юбилею города. Вас ждет насыщенная спортивная и культурная программа, которая завершится народными гуляниями. Нала Николаевна, мы только что посмотрели сюжет. Я хотела бы спросить в связи с ним. День города, день нашей столицы мы отмечаем впервые в истории, насколько вот мне известно. Скажите, пожалуйста, кому принадлежала эта идея и с чего началась реализация этой идеи? Ну, полгода назад была проведена здесь в Сухуме научная конференция. Вот и на этой конференции отметили, определили, что 2015 год будет вот праздноваться 2500-летие, хотя уже много лет говорят, что нашему городу 2500, но вот после этой конференции как-то отметили этот год началом вот празднования юбилея города. Причем это проводится впервые, и Адгура Федорович Харази дал акцент вот на большое гуляние, большое торжество провести вот масштабно. Было, конечно, предложено несколько вариантов. Он обратился к управлению культуры, и мы дали несколько вариантов. Были варианты проведения вот на набережной, занять много площадок. Дали на одной площадке провести концерт торжественный с участием наших всех певцов. Второй вариант был главным мероприятием тоже вот, провести мероприятие вот уже как театрализованное. Мы после вот почему-то от Адгура Федоровича, и не почему-то, может быть, даже это к лучшему, первый раз мы будем проводить это и рассказать историю города. Мне кажется, это лучший вариант из того, что мы предложили. А в следующем году и последующие годы будут разные форматы проведения этого мероприятия. Скажите, в чем будет изюминка празднования Дня города, как вы считаете? И подробнее о ней. Ну, сейчас изюминка, я не знаю, какая изюминка, но массовость – это в первую очередь. Задействованы актеры нашего Абхазского драматического театра, задействованы все коллективы, практически государственные коллективы, хореографические. И начиная вот с Гагры, два коллектива приезжают, с Гала приезжают, Гули Рипш очень активен. И я думаю, будет интересно. Я понимаю, что раскрывать секреты нехорошо, тем более наш выпуск будет за полчаса буквально до прямой трансляции праздника закончится. Но все-таки, может быть, вы скажете основную канву вот этого театрального действия, которое будет проходить на стадионе? Но акцент мы дали, вот как вы знаете, город имеет большую историю. И он в течение всей своей истории несколько раз переименовывался. Вот на эти эпохи мы вот дали акцент.
Как это получится, это, наверное, зрители решат. Сколько людей будет примерно занято? Более 600 участников. Учащихся, да, с самых маленьких до взрослых актеров нашего театра. Хочу сказать, что, это, конечно, зрители решают, но все, что мы сделали, это сделали от души в течение 1 месяца. Потому что были варианты, что мы будем делать у крепости, Сухумской крепости. По разным причинам площадка была перенесена на стадион после нашего чемпионата мира по футболу по системе КУНИФА. И Адгур Афетович очень захотел это большое мероприятие провести там. Площадка, конечно, очень большая, сложная. Для меня это первый проект такой масштабный. Надеюсь, справлюсь. Вы давно известны в Абхазии как человек, которому удаются такие театрализованные постановки, очень интересные, и они всегда как-то, я не то, что вам делаю комплимент, они всегда действительно цепляют, да? А скажите, скажите, пожалуйста, что вам хотелось прежде всего выразить, что вы как режиссер, как творческий человек хотели вложить в этот свой показ? Режиссер, это, конечно, очень громко сказано. Я любитель, это от природы, у меня призвание с детства. По разным причинам я не стала. Я хотела выбрать профессию режиссера, но так получилось, что я выбрала другую профессию. Но это, наверное, идет изнутри. Для меня цель, когда поставлена задача, я хочу, чтобы зритель пришел и взял что-то с этого мероприятия, чтобы подумал. Какая-то сюжетная линия, она должна обязательно прослеживаться. Насколько вы довольны тем, как проходила рекламная кампания празднования Дня города? Если честно, хотелось бы, чтобы эта реклама началась уже еще раньше. Раньше все средства массовой информации, баннеры и так далее. Хотелось бы, чтобы это было намного раньше. Но в силу ряда причин так получилось. Но я думаю, что первый блин не будет комом. Будет хорошо. Вы не сказали о проблемах, а о том, что было трудно достичь в вашем деле. Именно на этой площадке задача была поставлена 30 мая после чемпионата мира по футболу. То есть в течение месяца, это, конечно, мы работали в режиме цейтнот. Очень сложно было бы в сжатые сроки дать такой масштаб. И эта сложность собрать, потому что 600 участников со всей Абхазии собрать, организовать, обеспечить их трансфером, накормить, напоить. В этом в организации, конечно, немножко сложно. Хочу отметить, все мероприятие, оно поставлено на хореографии по сценарию, который я написала, и именно Анжела Удбар. Это огромный труд она вложила в это мероприятие. То есть она услышала, что я хочу. И практически и мой заместитель Тимур Кипискири тоже очень талантливый человек, он творческий человек. Мы втроем просто жили этим проектом. И вы понимаете, я даже ставила танцы, помогала. Как-то мы влились. Единственное, что проблема со временем. Если еще была бы, может быть, это, не знаю, неделя, может, мы что-то еще другое сделали. Есть то, что мы не успели. Хотелось бы. Бывала финансовая проблема во время реализации того же театрального действия? Да, финансовая проблема она была, конечно. Это не дешевый проект, но благодаря главе администрации, депутатам Сухумского городского собрания мы пришли к тому, что этот проект состоится. Скажите, как еще администрация помогала тому, чтобы День города прошел успешно? Каждый занимался своим делом. Есть у нас международное дело, он занимается гостями, а у нас очень много гостей приезжает. И, в принципе, каждое управление культуры своим делом, международное дело своим делом. Председатель у нас был Адгур Афетович Харазия. Все как-то очень хочу поблагодарить нашего министра обороны Мираба Борисовича Кишмария, который просто очень помог с курсантами, с комротой, с артиллерийской
ротой. Вот 45 человек стабильно, без опозданий. Вот он нам обеспечивал их явку. Это очень дорого стоит, потому что у нас вот все мероприятие, оно разбито по блокам. То есть блок Диоскурия, есть римские легионеры, есть блок СССР, наше время, наша война. То есть это вот как бы вот все это в людских ресурсах, вот в этом у нас проблема была. И вот огромное спасибо Мирову Борисовичу. Этот проект реализовывала только администрация или все-таки предприятия, организации, какое-то участие, какой-то посильный вклад внесли в это дело? Да, конечно же, администрация города обратилась к бизнесменам. И вот многие откликнулись, вот помогли в реализации нашего проекта. Хочу отметить салон Elite Style, который предложил бесплатное обслуживание наших артистов, чтобы они были сегодня красивыми. Очень благодарны им. День города планировался полгода назад. Скажите, вот подготовка шла не в очень, скажем так, стандартных условиях. Общественная наша ситуация, общественно-политическая ситуация накалилась. Да. Был не очень приятный момент у здания МВД. Скажите, пожалуйста, насколько вы считаете важным проведение таких вот мероприятий для Абхазии? Конечно, было очень тревожно. Вот, как я уже сказала, мы работали в режиме цейтнот, то есть каждая минута, каждый час он для нас был очень дорог. И то положение, что было у нас в городе, это очень омрачало, но мы не могли останавливаться, у нас параллельно шли репетиции. Может, кто-то скажет, это первое время чумы. Но я не согласна, потому что праздник, он нужен нашему народу, он собирает наших людей. Когда был чемпионат КОНИФА, такой праздник, который всех как-то объединил, всех приподнял, можно так сказать, над суетой жизни, да, об этом писали не так много, да, вот в мировой прессе. Стоило случиться чему-то плохому, да, так сказать, жареному, да, скажем так, да, и сразу был такой очень сильный резонанс. Скажите, пожалуйста, вот для имиджа страны вот такие мероприятия, насколько, на ваш взгляд, важны? Они очень важны, очень. Я думаю, что сегодня вот с помощью интернета этот праздник они должны видеть. Они должны видеть, что мы идем вперед, мы радуемся жизни, у нас праздники. Такие проекты просто необходимы. Просто люди устали, у всех проблемы есть. Но праздник еще никто никогда не отменял. У нас вся жизнь, она связана хороводами различных праздников. И хочется вот это предвкушение праздника тоже очень хочется всегда иметь. Но, к сожалению, сейчас вот, может быть, не так получилось, но праздник, он есть праздник, он обязательно должен быть. Тем более такая дата, 2500 лет. Не каждому городу исполняется 2500 лет. И вот как-то, вы знаете, я когда вот детей там разного возраста на это мероприятие, и вот я у детей спросила, я говорю, сколько лет нашему городу? Не все знали, что сколько раз, что он переименовывался, он в разное время имел разное название. И я спросила, я говорю, сколько городу Москва? Вот это не знали, они сказали 868 лет. А вы знаете, я говорю, нашему городу 2500 лет. То есть это и удивительно для них, и поучительно. То есть то, что вы еще являетесь педагогом, да, это наверное, тоже как бы дало какой-то свой отпечаток на то, что вы делаете, допустим, вот на стадионе, то, что вы ставите на стадионе. Да, я вам хочу сказать, вот за что бы я ни бралась, да, проект, я не могу сказать, вот ты это делаешь, ты это делаешь. То есть я должна объяснить, что я хочу, получить, что это за проект, рассказать всю ситуацию, вообще весь сюжет, и потом уже озадачить каждого. Чтобы человек понимал не то, что вот он занимается только этим делом, остальное все не понимает, чтобы он вошел вообще в курс всего, что происходит, чтобы он вошел в роль. Педагог, он уже делает все, чтобы донести до ученика своего. И вот как-то так. Что планируется на ближайшие перспективы, я имею в виду следующий год или следующие 5 лет, будет ли это как-то продолжаться, вот такие праздники, или же пока еще об этом не думали в администрации? Нет, мы думали, что каждый год будет День города, это первая суббота июля, но формат это будем определять, это народные гуляния, в основном это народные гуляния должны быть, то есть задействован должен быть весь город. Вот. Ну, в этом году как-то мы дали торжественное большое открытие, а можно просто делать гуляния. Это делают во всех городах. И
Народ должен выходить, получать там, может быть, ярмарка, тоже мы как-то в этом году хотели сделать, не получилось, мы это сделаем в следующем году. И вообще побольше фестивалей должно быть у нас, мы планируем провести. Желаю вам всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня гостем нашей студии была начальник управления культуры администрации города Сухум Наала Хашид. А сейчас к новостям субботы. 9 июля Абхазия отмечает день рождения своей столицы. В связи с юбилеем в Сухум прибывают многочисленные гости. Глава администрации столицы Адгур Харазия принял делегации из Курска, Архангельска и Подольска, которые прибыли в Абхазию на празднование юбилея. Адгур Харазия поблагодарил гостей за участие в праздничных мероприятиях. Он отметил, что сотрудничество между городами России и Абхазии нужно активно укреплять и развивать. В свою очередь, замглавы администрации города Курск Юрий Косарев напомнил, что между Курском и Сухумом подписано соглашение о побратимских отношениях. Сегодня нам приятно быть у вас, и мы гордимся, что несколько лет назад город Курск подписал соглашение о побратимских отношениях с городом Сухум. Поэтому разрешите вам передать поздравительный адрес главы администрации. Я его зачитывать не буду, думаю, что на досуге, когда вы будете посвободнее, вы с ним ознакомитесь. Примите с уважением и с поздравлением 2500-летия. Я знаю, что в вашем городе очень много мероприятий проводится всероссийского значения, молодежных мероприятий. И мы, конечно, рады были бы в них участвовать и учиться проведению этих мероприятий. Между Сухумом и Архангельском подписан договор, и мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество, сказал Адгур Харазия, приветствуя гостей из Архангельска. Глава Архангельска Игорь Годзиш поблагодарил главу Сухума за приглашение и отметил, что будет содействовать развитию отношений, в особенности в культурной сфере. Я думаю, что отношения между городами всегда это более людей лучше узнаешь друг друга, это способствует межгосударственным отношениям, конечно, и это более интегрирует наши народы, и больше мы начинаем понимать друг друга. Я думаю, что и наши деятели культуры будут ездить друг к другу в гости, потому что с такой богатейшей культурой, какая есть у Абхазии, я считаю, что у нас в сфере культуры в Архангельске зияет вакуум. Нам нужны творческие коллективы, которые будут представлять ваш прекрасный город. И я думаю, что мы крепко подумаем, как нам выстроить линейку мероприятий, где бы могли принимать участие ваши творческие люди. Накануне празднования 2500-летия столицы Абхазии на площади имени Сергея Багапш состоялась церемония открытия инсталляции бренда ЕС Сухум. Длина инсталляции, сооруженная из металла, 9 метров, высота около 2 метров. Авторы проекта – группа инициативной молодежи. Реализовать его помогла компания «Амобайл». В открытии логотипа Сухума приняли участие и наши корреспонденты. Репортаж Нисфаршба. Сухум отмечает день рождения, не просто юбилейную дату, а целых 2500 лет. Такой историей во всем мире могут похвастаться не так много столиц. А наш Сухум, который за эти тысячи менял свое название не единожды, в свой юбилей принимает множество подарков от горожан и гостей. Первый подарок накануне праздника преподнесла компания «Амобайл». Логотип любимого Сухума теперь в центре городской набережной. Скульптура букв «Е Сухум» отныне новый современный бренд нашей столицы. Великие и древние города не бывают одноликими, и наш Сухум подтверждает это. Мы знаем древний Сухум, олицетворением которого являются развалины Сухумской крепости. Мы знаем старый Сухум, его улочки, дома, каждый из которого является памятником культурного наследия. Сегодня все вместе мы строим современный Сухум. И мы надеемся, что на этой карте современного Сухума скульптура ЕС Сухум займет достойное место. Сегодня эта площадь – главные морские ворота города, из простой стоянки для автомобилей превращается в современный туристический объект. Мы надеемся, что такая трансформация, такой подарок будет по душе горожанам и гостям нашей столицы. С праздником, с днем рождения Сухум!
Церемония открытия прошла в праздничной атмосфере. Скульптуру Е-Сухум открывали генеральный директор компании «Амобайл» Борис Барцыц и заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия. С праздником! А можно меня первого на этом фоне предупреждать надо, господа? Идею установки подобной скульптуры в городе предложила группа молодежи «Республика идей», которая обратилась с этой инициативой в компанию «Амобайл». Первоначально планировался логотип «Мы Сухум». Однако после презентации проекта жители города предложили свои варианты на эту тему. Путем голосования выбрали вариант Е-Сухум, который отныне красуется на набережной. Сегодняшнее мероприятие, посвященное открытию скульптуры Е-Сухум, это искренний, скромный подарок уютному, тихому, иногда дождливому, но всеми любимому нами городу Сухум. Компания «Амобайл» также установила на площади 25 клумб с многолетними растениями. Теперь в этой части набережной появилась непрерывная пешеходная зона, где с одной стороны скульптура Е-Сухум, с другой – многолетние растения, которые гармонично украсили площадь. Е-Сухум – это первое решение по брендингу нашей столицы. Скульптуры букв установлены во многих городах мира, где они стали местом притяжения туристов. Однако в случае с Е-Сухум у скульптуры есть и другое предназначение. В интернет-картах и поисковиках на английском и русском языках Сухум указан как Сухуми или даже Сохуми. Это результат работы грузинской внешней политики. В этой связи появление такой достопримечательности, на фоне которой наверняка будут фотографироваться тысячи туристов, расскажет миру о правильном написании названия города. На этом празднике было сразу несколько подарков. Е-Сухум и презентация песни «Мой Сухум», каждая нотка которой была наполнена любовью к родному городу. Е-Сухум сразу же стал местом встреч. Горожанам он полюбился в одночасье, особенно детишкам. Уже через час после открытия весь абхазский сегмент интернета пестрел фотографиями с хэштегом Е-Сухум с признанием искренней любви к родному Сухуму. Нисфа Аршбас, Тамур Гошба, Абхазское телевидение. В день рождения Сухума на набережной Махаджиров, на площади имени Сергея Багапша и в парке имени Баграта Шинкуба прошли многочисленные культурные мероприятия. Горожане смогли посетить выставку работ учащихся Сухумского художественного училища имени Чачба Шервашидзе, экспозицию-продажу работ учащихся детского дома творчества «Айнар», выступление эстрадно-музыкального театра «Каданс», музыкальное шоу в Государственной филармонии имени Гумба «Город детям» и другие мероприятия. Кульминация праздника – театрализованная представление на стадионе «Динамо», посвященное истории нашего города. К празднованию юбилея города организаторы, городской комитет по физической культуре и спорту подошли тщательно. Праздничная программа включает различные мероприятия для детей и взрослых, в том числе и спортивные. Тему продолжит Астанда Оторба. В День города любой желающий мог попробовать себя в настольном теннисе, баскетболе и шахматах. Благодаря хорошей погоде стало возможно провести шахматный турнир под открытым небом. Возрастных ограничений нет, система швейцарская, по правилам которой за столом могут встретиться юный и более опытный взрослый игрок. По словам организаторов, так молодежь набирается опыта. Опытные шахматисты передают свои знания молодым, юным. Вот видите, 6-летний ребенок может играть с умудренным опытным мастером. Ну, это передача опыта, это все входит в нашу программу. И переживают и зрители, и болельщики, и, конечно, родители. Вот. И они, для них это хороший вот, как бы стимул для дальнейших занятий, работы с тренерами. Потому что это не просто они пришли вот сегодня и сыграли. Этому предшествует большая подготовка, большая работа тренеров по воспитанию этих детей. Тем временем яхтсмены не остались в стороне и организовали детскую парусную регату. С утра в яхт-клубе «Амра» на воду были спущены парусники, которыми управляли совсем юные ребята. Причем делали это очень уверенно. После заплыва они поделились эмоциями. Занимаюсь где-то уже 3 года. Здесь очень хорошо, красиво. Вот наш тренер, он тоже хороший, нас учит.
Вот еще наши лучи. Мы вот пока на этих ходим. Желаю всем счастья, хорошего дня. В клубе занимается около полусотни ребят. Для детей младше 12 лет занятия бесплатные. Главный тренер клуба поделился планами на будущее и поздравил всех жителей Сухума с праздником города. В честь Дня города мы детей хотим вот в акватории вот около нашего яхт-клуба запустить, чтобы жители города как минимум, чтобы посмотрели, что у нас парусный спорт все-таки существует. Детей стараемся научить плавать прежде всего. Второе, чтобы они были здоровы. И третье, они будут ходить под парусом. Мы должны выступить. Показательно у нас будет гонка. Здесь мы поставим знаки, мимо которых они будут ходить. У нас гонки продолжаются 7 гонок, по 2 гонки в день. Поэтому у нас будет как минимум 4-5 дней гонки продолжаться. Все дети были награждены призами и медалями, а за соревнованиями наблюдали жители и гости столицы. В этот день на набережной в районе Маяка были организованы игры по баскетболу и настольному теннису. Главный спонсор всех спортивных мероприятий, торговая компания «Премиум», в качестве поощрения преподнесла детям сладости. Астанда Отер Бастамур Гожба, Абхазское телевидение. А теперь к другим новостям. 10 июля состоится референдум о досрочных выборах президента Абхазии. По информации Центральной избирательной комиссии, в списке для голосования внесены 133 202 человека. Голосование будет проходить на 151 участке, которые объединены в 33 избирательных округа. Участки для голосования будут открыты с 7 утра до 8 вечера. В бюллетень для голосования внесен один вопрос, а именно, считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия, а также варианты «за» и «против». Голосующие должны оставить в бюллетене нужный им вариант и зачеркнуть ненужный. Безопасность пребывания туристов в республике, реализацию пунктов договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией обсудили президент Рауль Хаджимба и посол Российской Федерации в Абхазии Семен Григорьев. Разговор получился разносторонним, и главный акцент был сделан на динамике работы по реализации пунктов договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между двумя странами. Никакой опасности российским туристам в Абхазии нет. Мы контролируем происходящее, никаких процессов, которые могут усложнить ситуацию в республике, не будет, заявил президент Рауль Хаджимба. Сегодня говорить о том, что в Абхазии есть опасность российским гражданам и туристам из других государств, могу полной уверенностью заверить вас, что такой ситуации нет. Мы контролируем ситуацию, и никаких, как говорится, процессов, могущих усложнить ситуацию, в Абхазии нет. Рауль Хаджимба отметил, что отношения с Россией будут и далее развиваться в рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Глава государства отметил, что руководство страны неоднократно призывало оппозицию не использовать референдум в качестве средства давления на власть. Президент выразил готовность к диалогу со всеми политическими силами. Несмотря на то, что и власти, многие и другие говорили о возможности не использовать в политических целях референдум. Однако настойчивость оппозиционных сил привела к тому, что в конечном итоге мы обозначили дату проведения референдума на 10 июля. Никто его не отменял. И мы хотим, чтобы все наши граждане знали, что вся работа будет проводиться в контексте существующих законов, Конституции. Мы будем проводить и разговор, и диалоги со всеми силами, которые готовы выстроить эти отношения. Я не сомневаюсь в том, что только такой подход может дать возможность развитию нашего государства. Я надеюсь на то, что и в российской части российское руководство понимает все те процессы, которые складываются на сегодняшний день, и есть понимание необходимости выхода из этой ситуации. В свою очередь Семен Григорьев выразил Раулю Хаджимба благодарность за взвешенный подход и еще раз подтвердил, что российская сторона выступает за конституционное развитие событий и за твердое сохранение стабильности в республике. Позиция российского руководства в этой связи хорошо известна и уже озвучивалась. У России и Абхазии есть большие планы развития двустороннего сотрудничества.
Они проистекают и из договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, и из тех договоренностей, которые были достигнуты на ваших неоднократных встречах с Владимиром Владимировичем Путиным. И, естественно, главным условием реализации этих планов является сохранение прочной политической стабильности в Абхазии. Поэтому еще раз хочу подтвердить, что российская сторона выступает за конституционное развитие событий и еще раз скажу за твердое сохранение стабильности. Особо хочу поблагодарить вас за те меры, которые принимаются в отношении безопасности отдыхающих. Не скрою, что в эти дни в посольство обращаются многие, которые собираются ехать в Абхазию, которые уже здесь отдыхают, с вопросами относительно того, влияют ли как-то некоторые события в Сухуме на их безопасность. Мы твердо отвечаем, что безопасность отдыхающих в Абхазии гарантирована, что правоохранительные органы республики ведут каждодневную, постоянную работу в этой сфере, и что мы рассчитываем, что вот это внимание, которое вы и все руководство Абхазии уделяете этой проблеме, оно сохранится и в будущем. У России и Абхазии есть большие планы развития двухстороннего сотрудничества. Естественно, главным условием реализации этих планов является сохранение прочной политической стабильности в Абхазии, отметил Семен Григорьев. Посол России в Абхазии поблагодарил Рауля Хаджинба за то, что руководство страны обеспечивает безопасность туристов. Нисфаршба Мизан Ломя, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджинба подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего 8 июля этого года в Ачимчирском районе, и определению размеров причиненного ущерба. В комиссию вошли Амрак Варанди, министр финансов, Лев Квициня, министр по чрезвычайным ситуациям, Хрипс Джопуа, глава администрации Ачимчирского района, Борис Ачба, генеральный директор РУП Абхаз-Автодор, Константин Тарба, директор госпредприятия Абхаз-Берегозащита. Комиссию возглавляет премьер-министр Артур Миквабия. Премьер-министр Артур Миквабия посетил Ачимчирский район, пострадавший накануне от сильного наводнения. Нисфаршба продолжит тему. Дома в этой части села Кутол пострадали наиболее всего. Наводнения здесь не было никогда. Вода поднялась аж до окон, и внутри дома ее тоже было очень много. Несмотря на то, что дождь прекратился еще накануне, вода лишь пару часов как перестала поступать в этот двор. Бешеный поток реки подмыл одну часть дома и уничтожил весь урожай арбузов. Виной всему стала разлившаяся из-за ливневых дождей река, бурный поток которой остановить не смогли даже дамбы. Уровень воды превысил высоту защитных укреплений и, найдя в них лазейку, ринулся вот по этой улице. Пострадавшие семьи просили Артура Миквабия сделать все, чтобы вода больше не приходила в их дома. я хозяйки чазники амлат сазуха мцакзаква ахсап измаза уе вачушка ква чазника ураяла год скуяна гама башка алот хари винежу башуксе амлази яйцги кутсакняла яла гома седва аура усобишелска беконте ятохо ахсап. Ущерб району нанесен колоссально. Разрушено около 23 мостов. Есть села, в которые невозможно попасть на транспорте. Продукты сейчас доставляются туда только пешим ходом. Сколько семей пострадали от наводнения, говорить пока не приходится. Члены комиссии успели обойти лишь часть из них. В основном удар пришелся на такие села, как Вадда, Джгарда, Кутол, основной удар. И на Тамыш-Кондах, естественно. В основном это русло рек, мосты и дороги. Проселочные, внутренние сельские дороги. Наши села, они не совсем же вот такие низменные. Вот все косогорье, вот это все, что с гор стекало, практически разрушило
те дороги, которые местного назначения, так мы их называем. Но если между людьми не будет сообщения, мы должны в срочном порядке, на самом деле, отсыпку сделать, грейдерные работы. Но там таких сложных участков работы нет. Но мосты – это, конечно, серьезные технические сооружения. Здесь уже специалисты будут работать. А там нормальные грейдеристы, техника. И мы должны поработать так, чтобы неделю, 10 дней мы все дороги должны восстановить. Вот наша задача. По предварительным данным, сумма ущерба только в Ачимчирском районе варьирует в районе 100-120 миллионов рублей. Прежде всего в Ачимчирском районе пострадала инфраструктура логистическая. Это дороги смыло. Мы с вами видели и основную трассу там, Сухум Ачимчира, которая идет. Там надо делать больше километра. И поселковые дороги, и те, которые ведут в села, между селами, между поселками. Здесь тоже, здесь почти 23 моста надо заново ремонтировать. Думаю, что этот вопрос, конечно, мы же решим. Людям, я обещаю, мы поможем, но для этого нужно время. Работы уже начались, вы видели, без смет, без ничего, потому что прервано сообщение между селами. Мы будем восстанавливать, в смысле, оперативно. Вопрос теперь финансирования. Естественно, это задача правительства. Мы изыщем средства для того, чтобы решать эти проблемы. Проблема сложная, я ее никак бы не уменьшаю и не преувеличиваю. Тем не менее, мы этот вопрос решим. Я, пользуясь случаем, хочу всем сказать, что мы обязательно поможем всем, кто пострадал. Глава правительства дал указание подключить к процессу восстановительных работ все возможные профильные ведомства. Низ Фаршба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.